В Абхазском государственном университете завершился прием документов от абитуриентов, но количество поданных заявлений за 2017 год неутешительное. Только 598 абитуриентов желают получить образование в главном вузе страны. Между тем, по данным статистики, в предыдущие годы количество абитуриентов было в разы больше. В предыдущие годы у нас есть вся статистика. Количество заявлений было значительно выше. Ну вот, скажем, если сравнить с пятилетней давности, было 827 заявлений. В 2013 году 806 заявлений, в 2014 году 888. То есть мы видим здесь такую устойчивую тенденцию или динамику к сокращению подачи документов в наш университет. Абхазский государственный университет готовит специалистов по более чем 42 специальностям и направлениям. В этом году на специальность химия не было подано ни одного заявления. На физику только 2 заявки. Абхазский язык во внеабхазских школах всего 3 заявления. А на других специальностях, как биология, география, математика, тоже минимальное количество заявок, не более 10. Такое положение дел в АГУ связывают с рядом объективных причин. Первое, что это общая демографическая обстановка в стране. К сожалению, выпуски в школах за последние годы они держатся где-то на таком стабильном уровне, где-то в пределах 2000 человек. Эта цифра никак не увеличивается. А вторая и очень серьезная причина – это то, что сегодня значительное количество наших ребят, выпускников школ, уезжают в вузы Российской Федерации. Причем по самым разным, скажем, линиям. Да? Известно, что Россия предоставляет места, квоты так называемые, то, что в народе называют лимитами, в вузы Российской Федерации. И значительная часть выпускников наших школ уезжает в вузы по этой линии. Конечно, не хватает нам, мы не готовим врачей, лечащих врачей, мы не готовим инженеров по ряду специальностей. И на наш взгляд, государственная политика в области подготовки кадров, она должна идти именно по этой линии. То есть готовить в вузах России, причем не просто в вузах России, а в лучших вузах России специалистов, врачей, инженеров определенного профиля. Это, я считаю, что очень важно. Между тем, в стране есть и другие учебные заведения, куда идут бывшие выпускники, чтобы получить специальность. В Абхазском многоотраслевом колледже студентов обучают по различным специальностям – повар, повар-кондитер, бухгалтер, технолог, товаровед. В этом колледже официально прием заявлений от абитуриентов начнется в середине августа, но есть те, кто уже подал документы. На повар европейская абхазская кухня, повар-кондитер, на бухучет уже документы принимаем. Уже человек 18-19 заявлений подано. Но у нас в основном с августа месяца начинается, все идут в этот период с августа месяца. Эти факультеты, 3-4 факультета всегда заполнены до 30 человек. В Сухумском государственном колледже еще идет прием документов от абитуриентов. По словам директора колледжа Светланы Габля, проблем с недобором абитуриентов нет. В данное время мы не можем особо похвастаться, у нас 22 человека, но в такое время всегда так бывает. После 20 июля уже больше наплыв, больше заявлений будут, мы это уже по своей практике знаем. И тем более в этом году экзамены мы делаем не с 1 августа, с 4, как раньше, а сейчас будут экзамены у нас с 15 по 20 августа. Как говорят специалисты, сокращение числа абитуриентов в местных образовательных учреждениях может привести к тому, что в будущем у нас может не быть квалифицированных специалистов широкого профиля. Алика Трабш, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.